Делаем варган. Любой. Деревянный, металлический, костяной, неважно какой. Лишь бы это был варган. Для этого нам нужен инструмент. Желательно электрический. Он ускоряет процесс обработки материала. Многие говорят о том, что там я делаю вручную, напильниками, еще чем-то, тисками на коленках. Да, можно сделать 1-2 варгана таким образом, но нам это не подходит. Нам нужно много варгана. Это фрезерная машина, фрезерный станок для фрезерования древесины, обычно для изготовления футляров он у меня идет. Это шлифмашина, вот так вот крутится. Опять же для шлифования древесины очень хорошо подходит. И металл тоже можно шлифовать. Очень хорошая штука, выручает меня здорово. Дрель обычно ручная. Сверлить очень много. Электролобзик. Тоже больше для дерева, но и металл тоже режу. Хорошая машина и отрезная турбина. Бага. Вещь в этом деле незаменимая. То есть при работе с металлом я не знаю, чем ее заменить. Никакими ручными ножовками по металлу, язычок, материал для язычка или заготовка для язычка от полотна пилы отрезать невозможно. Гриндер. Вот мы посмотрим, как он работает потом. Это ленточный станок, вот для него лента. Вот он бикает. Вот рабочий стол. Для обработки металла вещь незаменимая. Сверлышки для цвиля, преимущественно алмазные, потому как сталь на язычок, она все-таки высоковуглеродистая, ее приходится обрабатывать вручную. Обычно на сверло не берет, алмазные справляются легко. Обычно точило или наждак. Меняем камни. Камни разные. Это войлок для полирования. Это камни. Это полировальные круги. Алмазные. Вот резиновые такие есть. Алмазы. Опять же, для заточки твердосплавных металлов, редита. В принципе, это все, что нужно нам. Самое главное. Для тех, кто хочет делать варган, в первую очередь нужно покупать тиски. На коленках, опять же, это сделать очень трудно. То есть заготовку нужно гнуть, постоянно зажимать, бить по ним молотком. В общем, без тисков никак. И чем они мощнее, чем больше, тем лучше. Ну, множество всякого ручного инструмента. Кусачки, циркуль. Напильники, которыми я практически не пользуюсь. Вот такая есть горелочка для разогревания язычка вместе с загибов. В принципе, все. Обязательное средство защиты. Обязательно респиратор, наушники, если сильно громко. Можно начинать. Используем для нашего варганчика вот такой 6-миллиметровый прут из нержавейки. Вот она такая довольно жесткая, тем не менее податливая. Отрезаем заготовочку нужного нам размера 160 миллиметров. Сейчас мы повернем перед тем, как его загибать. Потому как заготовка она такая черновая. Алмазный полировальный круг. На пенной основе вкрапление мелкого алмаза. Зернистость бывает разная, очень хорошо обрабатывать нержавейку и другие металлы. Обязательно. По большей части просто центральную часть заготовки. Для того, чтобы потом, после того, как мы согнем, нам не нужно было подлазить какими-нибудь полировальными насадками на бор машин. В общем, сойдет. Пока. Войлок
по заранее выверенным размерам делаем соответствующие загибы. У меня тут все размеры мои есть. Я их вижу. Вот они там, все загибы. Я ее не перерисовываю, она мне нравится. Я знаю, где, что на ней написано. Вот. Тут у меня мелодичные, тут какие-то еще размеры. Вот. Тут тоже какие-то размеры. Вот еще одна есть. Тут тоже есть размеры. Вот. Проверяем нужный нам размер с каждой стороны. Так, 45. Раз, два, три, 4, 45. У меня нет особых приспособ для загибания органа. Я делаю это методом, который придумал с самого начала. Я ленивый в этом плане. Можно было бы и быстрее. Вот. Это будущие деки. Обычно я задаю рабочие грани дек сразу, перед загибом органа. Но вот этой штучки. В черновой это можно сделать быстрее до загиба органа и удобнее. Предварительная обработка граней дек. То есть так, чтобы нам потом, когда он будет в виде, заготовка будет в виде варгана, было удобнее их дорабатывать. Поэтому у нас бумажечка подсказывает 10 миллиметров от загиба. Угу. Это места, я обозначаю места упора для моей приспособы. Это все, на что мне хватило. То, для чего нужны хорошие, мощные диски. Проволока довольно жесткая. Если так голыми руками не возьмешь. Извините, порою как попало. Что с ним делать, а? Чего с ним делать-то? Мне не нравится. Здесь так. Здесь. Уже более-менее. При изготовлении рабочей деки очень важно соблюдать правильную геометрию варгана. То есть мы стремимся к тому, чтобы наши ребра наших дек были в одной плоскости. Не так, не так, не так как-то. Вот, ну, приблизительно совпадает. Потом, если что, я могу так подправить. Немножко варган мелодичный, поэтому язычок не будет широким особо. Тесочки старенькие, разболтанные. Несколько лет стояли у меня на улице на даче. В то время, когда я даже не думал о том, что они не смогут понадобиться. Ржавели. А теперь работают на благо варганного общества.
более-менее ровненькие. Теперь дорабатывать будем деки дальше. То есть подготовим окончательно, их заточим и обработаем. То есть на гриндере это грубая обработка была, еще поточнее сделаем, потом еще точнее будет вручную. Такая у меня есть дощечка. Табуреточка, на которой я очень люблю сидеть. Полная экипировка. Уже похожи на рабочие. Очень важно то, что они ровные и острые. Тут сейчас ноготь не совсем ладит, то есть если провести ноготочком, то он его стачивает. В общем, остренький. Это очень важный параметр. Укоротим его до нужной нам длины. А нужная длина это 65 мм. Выверенная временем. Рабочая длина язычка 65 мм. Можно делать какую угодно. Чем длиннее, тем ниже. Чем короче, тем выше. У нас мелодичный. Фа диез, соль, соль диез. Может даже ля сделаем. Ну, в общем, продолжаем задавать форму. Основную форму деки я называю корпус органа декой, может кто-то по-другому. У меня дека. Я раньше занимался ремонтом гитар. Я привык к этому слову, оно мне нравится. Почистить, вот оно такое все заскорузлое, такое все шероховатое. Сейчас всякие заусены ненужные, опасные для зубов, эмали, зубов. Будем чистить гриндер. Уже красивее. Но для того, чтобы было еще красивее, ставим шкурочку помельче. Нужно обработать внутренние поверхности дек для того, чтобы они хорошо отполировались вручную. От крупной к мелкой мы начнем с 150. Ровненький брусочек. Вперед. Главное при этом не завалить рабочую часть. Вот эту вот кромочку. Хотел купить маленькую шлифмашиночку такую с тоненькой лентой, но понял, что это будет не то. Он будет заваливать. Точнее, чем руками, этого не сделаешь. Долго относительно и немножко утомительно. Это возрастающий номер наждачки.
и по уменьшению зерна. После 400 можно чуть-чуть полировать. Ну вот. Ромочки не завалены. Остренькие. Еще снаружи на мелком алмазе, мягком, и полировка. Вот. Он уже гладенький. Алмаз мелкий. Это фракция, не знаю, как по номерам. В общем, вполне достаточно для полировки. Внутри аккуратно, чтобы не заполировать наши острые ребра дек. Пасту можно не жалеть, хватает. Корпус готов, делаем язычок. Язычок делаем из пилы. Вот у меня тут язычки. Столючка. О! Если движение болгаркой довольно быстрое, он не успевает перегреваться. О! На 2 мелодичных годится. Никаких замеров, никаких размеров. Приблизительно. Главное почаще в воду. Не мешало бы приложить его в линейке и посмотреть, где и как он выходит. Это что обычно, перфекция. Способ заточки, по моим наблюдениям, особо на звук не влияет. Затачивать надо язычок обязательно. Если язычок не будет заточен остро, орган звучать не будет. Мелкий абразив на резиновой основе. Мы подчистим просто. Чтобы совсем хорошо заполировался. Язычок готов. Вместе это только разные изделия. Нам надо их соединить.
где-то в этом месте. Желательно максимально, конечно, подогнать зазор. Запрессовывать язычок. Потом будет проще в настройке. Так называемый ласточкин хвост. Потому как у нас сечение язычка тоже в виде ласточкиного хвоста. Он тогда зайдет на клей и будет прочно держаться. Куда-то сюда надо прийти. Это так, чтобы он сильно не ерзал в этом месте. Давайте поровнее его, конечно, туда не присылать. Воздух пошкурил, чтобы он был гладенький. Убираю удары молотка, от молотка оставшиеся вмятины, чтобы это было более-менее на что-то похоже. Моя страшная заделка. В дальнейшем еще будет подполировываться, поэтому на данном этапе можно особо пристальное внимание не уделять. Ну вот. В общем, заготовка готова к тому, чтобы настраивать, выставлять зазор. Самое интересное. Наливали у нас сразу язычок. Плоскость дек. Я гну дек и не гну язычок. Нормально себя ведет при этом. Убить, еще не перебить. Гнуть, не перегнуть. Здесь уперлись, здесь зазор. Здесь не дошли, здесь уперлись. Это сюда, это сюда. Вот такая у меня есть лампочка тоненькая. С ее помощью можно использовать. Ставим лучше руками. Не забываем о том, что ребра дек у нас лежат в одной плоскости. Вот сейчас, не знаю, насколько это видно,
эта дека выше язычка. Это почти вровень, это выше. Все это дело нам надо опустить. Ну, где-то так. Внизу зазор более-менее, вверху гораздо больше. Вообще идеальный зазор, если считать в миллиметрах, 0,2-0,3 миллиметра. Причем 0,2 и 0,3 уже разница существенная. На маленьких мелодичных органах такого плана можно выставить 0,2. На органах побольше, конечно, 0,2. Уже выставить-то можно, но играть на нем физически будет трудно. В таком остальнике. Ну хорошо. Еще немножко. И будем гнуть. На первом этапе настройки основная задача как можно ближе подвести деки к язычку. В любом случае язычок у нас неровный. Делается на наждаке, на глаз. То есть он не имеет ровного прямолинейного входа. Язычок неровный. Он вот такой. Это грубо. На самом деле так и есть. То есть наша задача подвести деки как можно ближе. Вот если язычок такой, ну опять же я грубо рисую. Мы подводим деки как можно ближе. Вот зазор наш предполагаемый. И вот эти места будем на язычке стачивать. Снизу зазор более-менее равномерный. А сверху кончик уже вышел, зазор образовался. Здесь зазор есть. А здесь мы упираемся в деку. То есть это место, вот в этом месте, мы подточим язычок алмазным надфилем. И тем самым выйдем в нужный нам зазор. Поставил маркеры, метки, для того, чтобы было удобнее ориентироваться, в каком месте подтачивать. Тут главное не перестараться. По сути дела, это самый важный участок, этот этап работ. Выставить зазор. Всем известно, что он должен быть минимальным. Здесь хорошо, так же как здесь равномерно. Здесь большой. То есть надо нам немножко эту деку подогнуть. Снизу подогнул, и вот этот участок в зацепе. Здесь нормально, здесь зацеп. То есть то же самое. Это место мне не нравится. Самый кончик. Зазор великоват. Тут нормально, тут подточено. Здесь великоват. Надо его подогнуть. Нормально? После того, как мы подточили язычок в нужных нам местах, мы сбили заточку. Это надо поправить обязательно. Не забывайте этого делать. Язычок должен быть острый, причем очень острый. Я обычно чуть меньше, чем 90 градусов загибаю. Чуть-чуть. Для мелодичного это нормально. Колечко. Тоже высоко не нужно. Орган мелодичный, высокозвучащий. Играем пальчиком снизу, без всяких якутских хватов, размашистых боев или боев. Небольшой кончик остается.
для настройки. То есть, скорее всего, мы будем повышать тон, откусывать вот эту часть до тех пор, пока не попадем в нужный тон. Ждем, пока стоит. Это еще не конец. Угу. Что ж такое-то, а? Было лучше. Вот оно. Запас для настройки есть. Ля бемоль. Соль диез мы уже перескочили. Стрелочка должна быть посередине. То есть нам либо нужно понизить тон до соль диеза, либо повысить до ля. Ну, проще повысить до ля с помощью облегчения вот этой загнутой части язычка. Чуть-чуть будем откусывать этот кончик. Вот огнем для того, чтобы лучше было откусить. Ну, осталось немножко, можно загибать. В общем, ну до ля 110 у нас получается герц, правильно? Варган сейчас выдает нам 109,9. Подполируется язычок, кончик язычка, для того, чтобы легко скользил палец по язычку. И как раз снимет этот микрончик, у нас будет точная нота. Ну вот. Я думаю, что можно ему сделать хорошую правку. Ярчик. Деревяшки здесь у меня классические. Дерево мистика. Очень хорошее дерево. Разгон 6 миллиметров, а место под него должно быть минимум 8, минимум 9, для того, чтобы клин хорошо стал. Тут 5, значит еще 4. Будем прижимать варганчик клином. Варган будет прижиматься клином, заклиниваться. Для того, чтобы не выскакивать, такая фреза
открываться ласточка хвост. Из этого сделаем клин. В принципе, изготовление футляра сводится к тому, чтобы из вот такой вот заготовки нашей сошлифовать лишнее. Но это еще не все. Это самое простое. Теперь самое интересное. Внимательно и внимательно. Слабонервных просим не смотреть. Начинаем с самой крупной наждачечки, номер 100. Ну, это не самая крупная, но в этом случае самая крупная. 100, заканчиваем 400. 100, 150, 220, 400, можно еще 800. Вот такую пасту, которую я сделал из воска и скипидара. Развел воск на скипидаре. Получилась очень хорошая полировальная паста. Воск благодаря скипидару очень хорошо впитывается в дерево. Скипидар обязательно должен быть настоящим, живичным. Не вываливается. Ремешок. Уже. Нож должен быть очень остро отточен.
Сейчас начнут спрашивать, а как же душу вкладывать и все такое. Вкладываю, можно не переживать.